14 июня министр здравоохранения Республики Абхазия Эдуард Бутпа с рабочим визитом посетил ковидный госпиталь, где совместно с главврачом Гудаутской центральной районной больницы Хаджиратом Шамба и заведующей инфекционным отделением ковидного госпиталя Ангелиной Оторба обсуждали актуальные вопросы и обсудили текущие рабочие моменты. После министр здравоохранения в сопровождении лечащих врачей последовал в красную зону, где проходит лечение тяжелобольных с коронавирусной инфекцией. Эдуард Бутпа посетил каждую палату. Также министра проинформировали о состоянии здоровья пациентов. В основном корпусе открываем дополнительный блок. Это отделение сейчас, там пост, дежурные врачи, медсестры, санитарочки. Будем укомплектовываться, подготавливаться лучше, как говорится, на шаг впереди ситуации идти. Поэтому езжу по всем лечебным учреждениям, смотрю, общаюсь с персоналом, с коллегами, с медсестрами. И по оборудованию есть кое-какие сложности, которые с Хаджират Леварсовичем мы сейчас с коллегой обсуждали. Вопросы. Есть вопросы, которые требуют незамедлительного решения, и они будут сейчас в незамедлительном формате решаться. Есть вопросы, которые мы будем решать в таком спокойном плановом порядке. Ранее министр здравоохранения уже посещал Гудаутский ковидный госпиталь, после чего по просьбе врачей в реанимационном отделении были установлены кондиционеры. На сегодняшний день, так как поток больных коронавирусной инфекцией увеличивается, в Гудаутской центральной районной больнице вновь открыли третий этаж ковидного отделения, куда распределяют пациентов по степени тяжести. Как сообщила Ангелина Оторба, реанимационное отделение переполнено. В реанимации находится 14 пациентов, 3 из них в крайне тяжелом состоянии. Также заполнен второй этаж отделения на 34 койки. Со вчерашнего дня мы открыли отделение на базе 3-го этажа, куда уже поступили двое больных вчера, и сегодня еще дополнительно 2 больных. К сожалению, отмечается рост пациентов, количество пациентов ковид-положительных. В последнее время мы отмечаем то, что все пациенты быстро, состояние их ухудшается, лечение проходит более тяжело, труднее восстанавливается, естественно, лечение более дорогое по медикаментозному обеспечению. Но хотел бы еще добавить и акцент сделать на амбулаторном звене, потому что те пациенты, которые сегодня поступают в тяжелом состоянии, некоторые занимаются самолечением на дому, не обращаются к врачам, поэтому большая просьба, как только какие-то симптомы недомогания и тому подобное, сразу обращаться к профильным специалистам по месту жительства, обращаться к врачам. Врач уже на месте определит дальнейшую тактику лечения. Просто так получается, что некоторые пациенты сами лечатся и потом уже в крайне тяжелом состоянии уже поступают в лечебное учреждение. Чтобы этого не было, я попросил бы более внимательно к этому относиться, потому что это очень все серьезно. Министр остался доволен организацией работы, так как врачи соблюдают технику безопасности. Ежедневно проводится дезинфекция всех помещений, а пациентам оказывают должное внимание и соответствующее лечение. Хамида Арджения, Дамир Гонджа, Гудаутское районное телевидение.